друзья, мы едем на Радугу покупать стулья и столы, стол и стулья для Афрейма. Почему Милюша за рулем? Потому что я хотел ее научить ездить по городу. Она вообще не умеет ездить по городу. Я не вру, я тебя учу. Скажи, я с похмелья Я не поеду, хочу, у меня нет похмелья, я не болею. Тогда садись за руль, Рассвету. Я же тебя учу. Тебе ведь все время не умеешь ездить. Все время не умеешь ездить. Нам нужен еще администратор, который живет в Шмидтово, чтобы недалеко. То есть администратор, и при этом же там и убираться надо. Убираться, потом закидывать на стирку белье. Вот, такой человек нужен. Чан топить, да. Ну, по идее, чан должны топить. Везде сейчас топят нельзя, сами. Ну вот, как думаете, чан должен топить кто снимает или должны затопить? Потому что же кто-то хочет купаться ночью голым. Голым. Химия мапарей. Я никогда голым. Любитель купаться Я голым. не купался голым. Купался хин голый, лезьте мартева. Нет, Ае. я нагишом. Нагишом. Идет спор с Альбертом насчет стола. Я хочу прямоугольный стол, а он хочет этот круглый стол. И насчет стульев. Я хочу стулья пластиковые, чтобы они не пачкались, а Альберт хочет мягкие стулья. Ну, примерно вот такие вот мягкие стульчики, как у нас на кухне. Ну, мне кажется, они быстро испачкаются. Потом их постоянно отмывать, стирать, химчистку заказывать. Новости из мебельного салона. Столы сейчас очень дорогие. От 10 тысяч, это вообще маленький такой мизер-пизер, заканчивая 100 с чем-то. Мы, присмотрели вот такой вот круглый стол хотим. Альберт хочет круглый. Сдвигается и становится большим. Это матовое какое-то прожженное стекло, говорит. Есть такой глянец, а есть вот такое матовое. И смотрите, ножки какие прикольненькие, видите? Все полностью сделано из железа. Вот так. Вот. Стоит уже 35 990. Все-таки решили мы круглый взять. Сейчас мы вот приехали с Радуги, купили там стол всего лишь. Стол обошелся нам в 35 тысяч. Сейчас приехали, вот наш Юлдаш, это рядом с нами, рядом с Дорогино находится торговый комплекс. Мы там для бани, для сауны, будем закупаться сейчас. Целый день сегодня будем ездить. Еще посуду надо заказать. Сейчас из дома хотим паласы забрать, старые паласы. Вот мои старые паласы пригодятся для фрейма. Для мотора ковшик, для сауны. Длинный лучше, да, получается? Ну, чтобы не вставать. Не вставать? Вставать все равно придется, на сауну большая. Который удобный. Вот этот, да? Ну да, мне вот этот нравится больше. Это что такое? В бане сидишь, что ли? Шапочка тапты. Мусала гейб тұрады шапочка. Самая дурацкая, самая прикольная шапочка. Альберт, иди не давай. Не, мен лягушонок буду, а им будешь жаба. Альбертқа шапка таптым. Олень. Кетер өзің олень. Хайер. Қарағыдар, даже сондай шапочкалар. О боже, даже такие шапочки есть. Офигеть, как прикольно. Это типа фуражки, да? О, Альберт, киіп қарайлы фуражканы. Сүйгені башқа сүймей. О, солдатик. Башын итмәгәсін yok. Қалай сенің башың зор? Альберттің башы зор, аға. Шапка товарға қайыр. Прикольная. Қараға бөлі. Это кто вяжет, блин? Офигеть. Так красиво. Қараға бұлтап. Еще шындай бар. А где зеркало у вас? Это же можно не только в бане, это просто носить можно. Не знаю. В смысле не знаю? Баню в основном. В основном в баню. Как можно? Холод носить, наверное. А что, зеркало у вас нет, да? Еще одну шапочку нашла. Офигеть! Прикольно. Это же можно не в бане одевать, а просто по улице ходить одевать. Прикольно же, да? Я очень обожаю вот такие вот шапочки. Ой, блин, классно. Буратино, что ли? Қарағыз достар, даже ушындай бар. Буратино, что ли, или гномик? О, блин. Неужели это для бани, блин? Достар, мына, кстати, оша ағайдан бір елда печкалар келіп алады. Во всех наших банях
были вот печки вот этого человека. Представляете, сколько лет? 15 лет, наверное, уже берем у вас, да? Ну, не 15, наверное, 13 где-то, да? У них вот такой вот большой магазин, Дуфтар. Все для бани и сауны. Вот печки очень хорошие, вот у них мы берем. В предбаннике же у нас стоят столы со скамейками. Вот тоже у них брали. Честная рекомендация, Дуфтар. Все печки, вот посмотрите, у них много, очень большой объем печек. Вот он. Очень много. От печки же очень многое зависит. Махом нагревается и очень хороший жар. И вот такие у них есть банные шапочки. Но я их взяла не как банную шапочку, а теперь буду носить вот так. А что, можно летом как панамку носить? Можно в бане носить, а можно и зимой носить. Универсальная шапочка, яркая. Все, спасибо, еще приедем. И я вот это увидела, да, я такая думаю, блин, такая крутая шапка. Они говорят, это не шапка, это для банника, это шапочка. Я говорю, эй, пофиг, говорю, можно так носить. Красиво же, зато ярко, издалека тебя видно. Обожаю такие яркие вещи, просто обожаю. Так, короче, Дуфтар, сейчас загрузимся из дома посудкой. У меня есть новая посудка, как раз ее возьмем во фрейм. Потом паласики свои возьму. У меня есть некоторые паласы, которые всего были постелены 1-2 раза. Потом я их убирала, потому что они мне не нравились. И потом шторы старые возьму. Тоже не старые, не переживайте. Не старые шторы, нормальные шторы. Всего лишь полгода висели. Ну что, нормально же, они стирные, чистые. Их мы повесим и все, новые покупать не будем. Альберт, давай. Все лишнее забираем во фрейм. Посуда, которую нам подарили. Ике яңы подушка бар да. Білме елейін. Бір яңы, ни разу не использованный. Мен специально бұны, кстати, Дуфтар Әбиелден, Иделден алып қайтқанмын. Я хочу нашу афреймда стенаға іліп қойға бір жерге, если подойдет. Мына ортопедический подушкалар, Альберт. Альберт, кетейік тұрып. Альберт. Из дома взяла посудки свои, вот такие вот для соли, для сахара. Это еще что-нибудь для сыпучих продуктов. Графины новые у меня стояли. И вот такие вот посудки ненужные мне, короче. Чайник вот такой у меня совершенно новый стоял. И старый чайник, имейте в виду, кто будет снимать дом. Есть и немножко старая посуда была. Но она не разбитая, не битая, все в хорошем состоянии. Но новую посуду мы тоже все заказали. Нагрузили вещей для домика Афрейма, Дуфтар. И у нас сразу же с Альбертом появилось ощущение, как будто мы переезжаем. Сразу же появилась ностальгия. Мы же, Дуфтар, в год по 2 раза переезжали. Представляете? Вот люди не могут пережить 1 переезд, да, а мы с Альбертом по 2 переезда в год это проживали, переживали. Или как там? Что делали, Альберт? Пережить, переживать. В дом переедешь, в новый дом, пока полностью распакуешься, пока все шторы погладишь, постираешь, повесишь, посуду все разберешь, вещи по полочкам разложишь, проходило по 3 месяца. Представляете, вот 3 месяца проходит, ты только вроде в доме обжился, и потом бац, опять переезд. Зачем мы так делали, Альберт? Деньги зарабатывали. Ну да, деньги зарабатывали. Обжитый дом быстрее продавался. А вот голый дом, да, вот без мебели, без ничего, очень тяжело продавался. И нам приходилось наш обжитый дом покупали быстрее, и нам приходилось этот дом продавать, обжитый, а который стоял на продажу новый, который никто не брал, переезжать туда. Мы не только в дома переезжали. Бывало так, что мы продавали оба дома, да, и потом жили сами в бане. У нас было даже так вот, баню затопишь, жарище, капец. Моешься, а потом в предбанник выходишь, там в предбаннике, короче, это у нас спальня, там лежишь, а где вот этот дровяник, у нас там была кухня. А Заля очень прямо переживала это время, когда мы переезжали, ей это не нравилось. И когда мы даже в бане жили, я до сих пор помню, она плакала, она говорила, когда же у нас свой дом будет, чтобы мы никуда не переезжали, чтобы у меня, говорит, своя комната была. Ну вот, Аллах шакр, мы успокоились, у Азали есть своя комната, и мы в бане не живем, Дуфтар. Знаете, почему у нас бани большие? Потому что мы с таким учетом строили, что вдруг мы все продадим, и нам придется жить в бане. И поэтому мы строили такие большие бани. И до сих пор у нас бани большие. Заметили, да, что у нас предбанник тоже большой. Потому что мало ли чего, придется вдруг в предбаннике жить.
С таким вот учетом строилось все. Уже таскать там сразу же вспоминается переезды. Уже таскать там сразу вспоминается переезды, блин. Сколько мы таскали. Вот это все. Обедочек тасали. Сушилка для посуды алмаганда bizde. Сушилку еще надо купить. Даже пылесос Dyson. Не оригинал, конечно. Ну, Дайсон. Но Dyson привезли сюда. Постель, там посуду, все, что могли, привезли. Остальное все заказали на Wildberries. Даже стулья заказали на Wildberries. Стол привезут через 2 дня, пока на этом работа закончилась. Мы хотим этот домик, конечно, запустить уже через 2 недели. Но не знаю, мы успеем, нет, через 2 недели. Работа непочатый край, блин. Бульон с мясом. Горячий. Меня башула, я пишет сахталам вообще-то. И что, обжег рот. Ну ты даешь, Альберт. Ты же поставила. Ну поставила, не мем, голода переготичный, что ли? Блин, тамақ не надо. Ёпарасоты, Альберт. Ну сен баласыға түгілің да. Оған білген. Ну әлігіне мына бешіп сықтылағың ет, әлігіне көрдің, не алып бердім. Ёпарасоты. Күтті. Бер бұнда қойам. Ярат қалқан енді тұрсын. Ну қалғыншы бұнан да қоям. А туған етіңді ақшай паққа. Офигеть. Ана қара біз май сәзіреттің, көрдің? Блин, ешкі сіргесің. Ну, кіші нормальный бұсақ ала, бұнда бұсақ түгіл да. Бульонға енді кәлән кәбеттәмі үйде су тапшам. Әлі машан келіп отырмыз болса. Енді кәбет тапшам. Кәбет? Тапшам айын А не шамеймін, жағайым да. Я буду су тапшат, теперь не шуайтам. Ja, кәбет. Овощной супчик у нас сегодня будет с капустой. У меня овощной супчик почти что готов. Тут у меня, видите, капуста, морковка, картошка, болгарский перец. И еще я в конце добавляю зеленый горошек. От Global Village, кстати. Вот так очень вкусно. Прямо с бульончиком добавляю. И будет офигеть как вкусно. Мои домашние, конечно, не любят горошек. Но я люблю. Поэтому и добавляю. И вот такой, смотрите, какой красочный, яркий, радужный такой супчик получается. Вкусный горох. Очень вкусный. После горошка он закипит, я выключаю и все. И супчик готов. Потом еще зеленью приправим. И будет вообще офигенский овощной супчик. Блин, вот и не висит тоже. Мен сіз мойын орашадым. Меуша. Бүтін ашамам. Ой, я қайда ағыйт? Оғыттың ғой мен. Ой, вообще. Бір штук та қалдырмаған ем башы, блин. Как всегда енді. Сколько раз говорю, хотя бы бізге тоже немножко ит қалдыр керек та. Не бүт олай? Эй, қайда, мына екі кетек, что ли, айырып алып тұра. Тауық қылышлай қылайын. Тауық жойып. Ну, блин, о себе только не надо думать. Мы вообще-то тоже сазали мясо кушаем. Не міне просто оғытты, міне десе. Қайда? Қайда? Ол қанаттар ғана тұрып қалған. Целый бір тауық ене. Офигеть. Вот қалдыр хине ит. Я просто в шоке. Итак, короче, друзья, я же вам обещала, что расскажу про свое похудение. Многие, оказывается, думают, что я сама типа похудела. Да нифига подобного, конечно же. Я сама не похудела, потому что у меня нету силы воли. Я очень любила пожрать, вообще обожала и даже получала колоссальное удовольствие от еды.
И я пошла на отчаянный шаг. Я видела, что многие блогеры сделали резекцию желудка и очень хорошо скинули вес. И, посмотрев на них, я, конечно же, решила тоже сделать резекцию желудка. У меня, как многие думают, не стоит баллон. У меня резекция была. Это значит просто как там половину желудка, что ли, удалили. Как правильно, я не знаю. Ну, короче, у меня резекция, а не бариатрия, как некоторые думают. Вот так я и похудела, друзья. Многие, оказывается, думают, что я очень хотела похудеть, поэтому сделала операцию. Это вообще неправда. Я изначально не хотела худеть. Я даже боялась, что я потеряю свою изюминку, что мои вайны не будут такими интересными. А вот эти вот мои вайны, мой блог — это мое хобби. Я вообще очень люблю свой блог. Я люблю свои вайны. И мне нравятся вот эти съемки вайнов, приколы всякие. И когда я пошла на операцию, я больше всего переживала, что я похудею и потеряю свою изюминку. А пошла я на операцию в первую очередь из-за того, что когда мне исполнилось 45 лет, через 2 недели почему-то я вот лежала, у меня в голове вот что-то очень резко щелкнуло резко, да, какой-то щелчок был в голове. И у меня вот после этого щелчка, да, вот, и у меня в голове такая мысль появилась, такая, типа, я хочу что-то изменить в своей жизни, я хочу каких-то резких перемен, очень кардинальных перемен. И я тогда еще подумала, думаю, что можно поменять в своей жизни? Думаю, работу я не хочу менять, мой блог, это моя работа, мне он нравится, мой блог. Потом место жительства тоже я менять не хочу, потому что я очень люблю своих родственников, все мои родственники здесь рядом со мной. И моя жизнь очень тесно с ними связана. Потом родители тоже рядом, свекровь со свекром тоже. Потом думаю, мужа поменять, что ли. Мужа тоже не вариант менять, он у меня хороший, Аллах шукр. И я тогда подумала, надо начинать с себя, значит, менять не что-то, что рядом, да, а менять себя. И я думаю, что же поменять в себе? Думаю, прическу менять не вариант, тоже не интересно прическу менять. Блефаропластику я уже сделала. Потом, что еще во внешности можно поменять? Я такая думаю, ага, вот же, думаю, люди сделали резекцию желудка, похудели, и они кардинально поменялись, очень сильно изменились. Я такая думаю, ага, вот же, что можно изменить-то в себе. Вес можно убрать. Но я очень, конечно, долго сомневалась, очень долго, но все-таки думаю, вот это единственный легкий выход, я сложных путей не ищу, легкий такой выход, думаю, перемен, и решила сделать резекцию желудка. Вот только из-за этого, из-за того, что почему-то резко мне в 45 лет захотелось каких-то кардинальных перемен. Я все варианты перебрала, и только вот этот вариант меня устроил, потому что он был быстрый и легкий. Операцию сделали в этот же день, как я приехала, за 1 час, там прям как конвейер. В палате нас 3 человек лежали, и вот где-то за 2 часа нас всех 3 прооперировали. Прикиньте, в палате дежурит медсестра, и она все поддерживает, капельницы ставит, обезбол ставит. Боли я не чувствовала, потому что постоянно делали укол. Что еще? Под наркозом, все полностью под наркозом операция была. Ну, потом, конечно, после операции у меня начался депрессняк, потому что я не могла есть, а у меня эта еда была на первом месте и приносила колоссальное удовольствие, я уже говорила. И после того, как я не могла есть, надо было только там несколько ложек бульона только можно было есть, ну, а там больше ничего и не лезет, абсолютно ничего не лезет. Вот ты не можешь больше ничего есть, понимаете? И у меня началась депрессия, да, я очень... Сейчас, как всегда, начнут спрашивать, какая клиника. Клиника была «Лекарь» называется. В Инстаграме можете поискать, вы найдете. Доктор, который меня оперировал, Гамид Абдул Меджидович.
отличный врач, вообще офигительный, мне так понравился, он такой прямо классный мужик, такой прямо добрый. Ну, вообще мне в Махачкале клиника понравилась. Но, опять-таки, что я хочу сказать, сейчас подумают люди, вот, башкирская домохозяйка рекламирует клинику лекаря, и все туда побегут. Нет, конечно же, это не реклама, я отвечаю на все ваши вопросы. Прежде чем идти на такую операцию, очень хорошенько подумайте. Немногие могут справиться, между прочим, с такими резкими изменениями. Немногие. Многие, кстати, я слышала, что уходят вот в депрессию. Мы в штат взяли доктор видеомейкеров. Мы вообще-то на Ильга Кенем. Возьми видеомейкера в штат. Одного тянем. Возьми видеомейкера в штат тянем. Потому что мы постоянно видеомейкер так. И мы постоянно работаем с разными видеомейкерами. Понимаете? И постоянно видеомейкеры нас подводят. Как я люблю говорить. Чей косяк? Насколько продержишься ты с нами? Подожди, кутупта. И вот, короче, алар взяли какой, не знаю, Айгиз Асылбеков-то. Асылбаков-то, который, не Макелю, барбершопер бывший. Он же бывший барбершопер. Yes, of course, да. Чё, кто? Yes, of course, да. Да, конечно. Да, конечно. Да. Мы онлайн деловые, блин. Башкұртша сөйлешелмедер, зато английский Он хуйдали толковый парень, он по-английски разговаривает. Кургадали уйдыңды, давай, хуйдали барбершопер. Короче, Айгиз Асылбеков, ол даже менің нейді, то что, не Макелю. Вайнда то что. И, кстати, ты же был женат, а я слышала, что ты развелся, правда, нет? Кто рассказал? А вот не скажу, кто рассказал. Ну да, есть такая, да. Почему? Не, я не рассказывал еще. Да не рассказывал ты, не рассказывал. Он рассказал. Давай это, скажи, почему развелся? Не сошлись с характерами, пидор? Ой, ладно, блин, бүтәніңді бір отмазка, что, егет түгіл, что ли? Хоть раз можешь сказать правду вообще? Егеттер должны правду сказать. Да, развелся я, да потому что у нас шалам все равно. Ты можешь так сказать, нет? Лошаргам все равно, короче. Вот молодец. Еще давай, еще не могу, да. Да. Кыр юавылмейні. Шулай, короче. Иди юавылмейні. Ох. Я қысына телеймін. Просто сели, поговорили и решили, что это, пора, наверное. Берега быть хотим, но не можем. В смысле, сели, поговорили и пора, наверное. Вы что-нибудь поняли вообще, нет? Представляете, вот я товар, семейная пара, яшка, только поженились, год прожили и такие сели, и поговорили и такие, думаю, пора разводиться. Шулай гülümsüz, что ли? А? Примерно шулай, Я в шоке, блин. Вот так вот, доктор. Хадырги яштар мана шулай. Гумер. Үйленишип үлгürмейдер, айрылышалар. Понимаете? Это вот все Инстаграм все губит, доктор. Вообще, весь Инстаграмда выкладывают, пышные свадьбалар, миллионный бюджет тратить, түшүргөн балалар, для сторисов свадьба иштедер, да потом в итоге бір жылда яшамай айрылышалар. Знаете, какой у меня бюджет был на свадьбу? Какой? 150, там, 180 тысяч. Рублей. Вот так вот. У нас тоже. У нас вообще свадьбы не было, между прочим. Пошли, вон расписали с Альбертман Тиргина. Без балдаков, без свидетелей. Понятно? Нет, потому вот что- такие браки крепкие. Они вот это вот пышные свадьбы. Миллион киши сақырып, 10 миллион ақша тратит свадьбаға. Вот кутюрье кульдеттер заказать. Потом в итоге яшай алмайды. Тапшой. Короче, Азамата арестовали біздің тачкаман. Мы хотели заснять и показать вам, как вообще наша тачка сейчас выглядит, доктор. И представляете, мы гаишники их арестовать. Вот, смотрите, если не верите. Вот наша тачка, которая, помните, Не доехала сюда. ремонтан, вообще обновленная тачка. Весь ремонтан. Машин куйтен, бүтін ерін ремонттап сықтық біданың. И прикиньте, мына ДПСниктар сығарғайны қыбеті. Номер 4. Номерді сескендер. Прикиньте, менің тачканы арестовать еткендер, ДПСниктар. Что будет, я не знаю. Что пишет Азамат? Хадырмана күтіп тұрады, сейчас приедет Азамат, даст комментарий. Да. Мы вообще-то эту тачку хотели разыграть, а гаишниктар бізден алда забрали. Это, Не успел доехать до они розыгрыша. бушка. До розыгрыша не успела доехать. Гаишники конфисковать еткендер. Я же говорю, эта машина, потому что всем нравится. Такой машины больше ни у кого нету, между прочим. Наилға бақыр өдейтіргелі бақыр. Согласен. Не, затянуло просто это. Да? Затянуло? Короче, достар, қарағыз, мына бұл Юлгилдиндің ученики, который укыта видеомейкерларды. И прикиньте, вот в таком, сколько лет? 42. 42 года человек решил отучиться на видеомейкера, на рилсмейкера. Почему? 42 года. А во время коронавируса что-то затянуло, короче, и всех Да? поперло. И че, как нравится? Ну да, я и подписчиков хорошо набрал, в принципе. Да? И сейчас сам курс продаю. Сафрлы, оқып үлгермеген уже курс аталар ең баштары. Таких много хадыр в Инстаграм, доктор. Вообще Много, капец. И че, сколько берете за рилс? Я вообще не снимаю. Я вот не сказал, Только курсы продаете, что Только ли? курсы. Слушай, я не поняла. Я ну а что, раз отучились-то? Работаете, Ой, наверное? Нет, у меня основной вот. Как работа. хобби только что ли? Да. Нифига себе, Заработок. прикольно. Прикиньте, для хобби отучился человек.
А вот если отучились бы на менеджера маркетплейса, это было бы не хобби, доктор. Вы бы хорошо зарабатывали. И вторую работу вот такую вот не надо было. Да. Наверное. Так что ссылочку оставляю. И скоро мы будем разыгрывать мою тачку. Тачку на прокачку! А тут чего? Ренат. Ага, Снимем-то, снимем-то красиво. А что? И Только что? как вот? Я вообще понять, мне ничего не сказали. Вот она шулай! Наиль бір вақытта бірдеме айтпайтын, Не, сценарий но керек, не зачем? керек, Вот иди, Рилса. специалистов приглашаем для чего? Чтобы уже вот... Ну вот надо говорить, надо задачу правильно ставить, что надо приходить со своей идеей. Надо вот это такой рилси. Сейчас скажу. Вот моя тачка подъезжает, доктор. Сейчас увидите, что же получилось вообще. Смотрите! Видали мою тачку? Вот эта тачка попадется кому-то счастливому человеку. Это, между прочим, талисман. Эта тачка приносит, между прочим, успех, богатство. И гаишников. И гаишников. Оплатите мне 3 штрафа, пожалуйста. 4 даже, оказывается. Пока доехал. Значит, за непристегнутый ремень, за тонировку, за то, что машина не на учете. А что, она не на учете, да? Ее, оказывается, сняли с учета, да. Вот. И что-то там еще, короче. Что-то там еще не имеет. А я не помню. А что ремень-то пристегнуть? А я там затонировали, чтобы не видно было. Я говорю, не видно же, говорю, что ремня там нет. Говорит, все, говорит, видно. Я говорю, А какого черта там затонировали? красиво же стало. Қазір көшелер успех богатство приносит, бухом-то одни штрафы приносит тебе. Вообще алмайсақтар бұл машинаны. И не будут участвовать в розыгрыше. Это машина, да, как сувенир. Вот вешаешь дома сувенир, это тоже будет сувенир. Но она ездит. Тонировкаға, блин, конечно, блин, наглухо затонировали. Бұл бірей 15-16 яшьтік балайдағы ауылда жүруге. В общем, нормально вообще. Машина зверь. Бенсенге жүруге вообще хебет машина. Вообще қатар. Вообще? Урманда бір вақыт ала юғалмайсың. Вертолет пайдахлер мақым табалар. По крыше видно будет сразу, короче, что там едет, да. Номера сняли, да. Паша, и что теперь делать? Ничего, все, ну, другой человек получит, вот он как бы на себя переоформляет и И все. пускай штрафы этот другой человек оплачивает. Нет, да? это штраф на меня же. Штраф на меня, на мое имя, там уже все, я. И что, на какую сумму вышло-то? Общий 1,5 плюс 800. А, страховка, вот, 4-й, страховки нет. 800 плюс 1,5 плюс 500. Ну, за это номера только сняли, да. А что вообще говорят? Он типа, Я езжай. он сначала что-то начал, короче, я говорю, да, блин, говорю, дай хоть сниму, говорю, потом забери, говорю, машину, типа, он говорит, да, мы не заберем, говорю, не парься, типа, все нормально, мы это все вот хоп-хоп сделаем. Но мы 10 дней можем так ездить, 10 дней можем без проблем, за 10 дней надо снять весь контент с этой машины. За И 10 без- дней давайте быстренько Да. разыграем доктор. Так точно в регату заберут эту нашу тачку. И вам она не достанется. А это, между прочим, талисман, который приносит штрафы. Хотите штрафы и проблем с гаишником? Пожалуйста, возьмите нашу тачку. Также, друзья, если видите эту машину в городе, здесь есть QR-код, его сканируйте, участвуйте в розыгрыше. Даже ГИБДДшник отсканировал, подписался, будет участвовать, короче. Вот так вот. И БТДшник, между прочим, не просто так. Тут. Тухтаткандар. ГИБДДшник. Тухтаткандар. Тухтаткандар. Тухтаткандар, меня башня. Что такое, собственно, блин? Тухтаткандар. Они просто хотели забрать эту тачку. Пока ГИБДДшник там не перехватили эту тачку. Быстрее поторопись. Поторопись! По техпаспорту какой цвет получается? Фиолетовый. Баклажан! Или баклажан. Лада седан! Или Баклажан! Или подсолнух. У нас баклажан больше будет. Это баклажаны нарисованы, да. Аяқтар сылдай после тренировок. Раса бұда. Опа, все, go. Күттімді уже. Тут снимают рельсики. Шап-шоп. Шап-шоп, чап-ляп. У нас еще одна идея для этого появилась. Сейчас, отпускай. Так, еще. Начали? Все, егиттер, погоняем, а? Погнали. Bütün videomaker'larga камеру не выключайте.